Проблему со школьным маршрутом в селе Зеленец накануне решали в Общественной палате Коми с представителями администрации села, Минстроя и ГИБДД. Речь идет о подвозе учеников из деревни Кайтыбош Сыктывдинского района. Им приходится ждать школьный автобус прямо на оживленной трассе, где нет ни оборудованной площадки, ни остановки. С такой проблемой руководство школы обратилось к общественникам во время выездного заседания в Зеленец. Педагоги бьют тревогу. Ранее они уже обращались в разные инстанции, но проблема пока не сдвинулась с места. В ситуации разбиралась Татьяна Супряткина. Зеленец, Кайтыбош. Расстояние в 4 километра ученики преодолевают ежедневно. Школьный автобус собирает детей из села каждое утро. 35 учеников. К слову, еще пару лет назад обучающихся было вдвое меньше. Но село разрастается, растет и количество семей с детьми. Школьный маршрут был всегда, более уже 20 лет. Но дело в том, что эта проблема еще была не актуальна на то время, потому что отсутствовали большинство жителей, которые сейчас, скажем так, проявляют инициативу в части защиты прав своих детей. Школьный маршрут проходит по трассе республиканского значения Сыктывкар-Ухта. Село располагается вдоль дороги, а потому свернуть на более безопасный участок, где нет интенсивного движения машин, нет возможности. Автобус забирает и высаживает детей прямо на трассе, практически на проезжей части, где нет ни специально оборудованной площадки, ни остановки. На сегодня, как выяснилось, детей высаживают возле трассы республиканского значения. Это очень опасный участок, и в кратчайшее время требуется организовать именно подвоз детей непосредственно в деревню и построить на данном месте остановочный комплекс. Вот как раз сегодня мы будем обсуждать вопросы выбора этого участка, ну и, конечно же, требования к данному объекту. Ответственность за учеников, за то, как они доберутся до школы и обратно домой, несет полностью учебное заведение. Именно руководство школы забило тревогу. Детей с каждым годом становится все больше, а выходят они на дорогу, где вечером нет даже освещения. Сама деревня делится, можно так назвать, на 3 местечка. Да? Верхний, средний и нижний Кайтыбош. Так, смотрите, вот верхний и нижний Кайтыбош вопросов нет. Да? Есть остановочный пункт и все хорошо. Нас беспокоит средний Кайтыбош. Вот всего мы, получается, с Кайтыбожа 32 человека подвозим. Вот. Из них 15 человек у нас садятся в средний Кайтыбош. То есть приходится их забирать прямо на перекрестке, то есть перекресток улицы Устюжская и трассы Сыктывкар-Ухта. По-другому не получается, потому что автобус на эту улицу заехать не может, так как она узкая, то есть однополосное движение. То есть, если он туда заедет, развернуться там негде. Как таковых требований к школьным остановкам на дорогах нет. Главное, чтобы возле школы была закрытая площадка, там, где высаживают детей. Но этот маршрут согласован всеми ответственными инстанциями. Сельские власти готовы предусмотреть место под остановку либо площадку для автобуса. Но этот вопрос надо решать с Минстроем. Возможно, рассмотреть вариант вхождения в госпрограмму. Понятно, что это потребует времени, а проблему надо решать уже сейчас. К слову, в первую очередь это ответственность районной администрации. Но ни один из представителей муниципалитета на совещание не приехал. Татьяна Супряткина, Эдуард Фомичев, телеканал Юрган.